Аплодисментами, цветами и крепкими рукопожатиями встречают татарстанскую делегацию из Эр-Рияда. Решение о включении астрономических обсерваторий в список всемирного наследия ЮНЕСКО депутат Госдумы Татьяна Ларионова назвала великой победой. Сегодня от России в списке 21 объект, в основном культурные, исторические и религиозные. Обсерватория стала первым с научной составляющей. Здесь наука, космос. Мы не случайно эту номинацию готовили, в том числе с участием специалистов Роскосмоса. Для нас это было новое, поэтому и мы сами учились, и номинация вообще рассматривалась в том числе и ЮНЕСКО как одна из тех номинаций, представленность которых вообще в списке ЮНЕСКО сегодня минимальная, в целом, в общем списке. От России это единственный такой объект. Это победа прежде всего и гуманитарная, великая победа, и великая победа нашей страны. Попасть в список было действительно непросто. Комиссии представили 12 томов научных изысканий о ценности обсерватории. Вся работа проводилась под эгидой Российской комиссии по делам ЮНЕСКО во главе с Сергеем Лавровым. Усложняло рассмотрение и то, что комплекс включает 2 объекта в КФУ и Зеленодольском районе, и то, что в составе помимо здания оборудование и технологии, и непростая политическая обстановка. Поскольку мы все-таки находились на территории Саудовской Аравии, Республика Татарстан вообще очень такое уважительное отношение. Но если мы говорим, что вот в целом отношение к российской делегации, если хотя бы одна из стран высказалась бы против этой номинации, то этот процесс практически затянулся бы на несколько часов. И если бы не был достигнут консенсус, то в этой ситуации пошли бы очень длительные дебаты, мы бы пришли к голосованию. Сам факт, то, что услышав наши аргументы, ни одна страна не выступила против, хотя 5 стран, а это Япония, Бельгия, Греция, Болгария и Италия, это страны, которые, как сегодня принято говорить, недружественные. Тем не менее, все эти страны, они приняли нашу номинацию. Первым делегацию Татарстана поздравил Ментимир Шаймиев. Под его руководством и велась большая работа по включению обсерватории. На 45-й сессии ЮНЕСКО список всемирного наследия пополнился 45 объектами. Среди них Заравшан-Каракумский коридор Шелкового пути в Таджикистане, мемориальные комплексы геноцида в Руанде, деревянные мечети средневековой Анатолии в Турции, вулканы и лес Монпелье во Франции. Россия после включения в список обсерваторий КФУ поднялась с 9 на 8 место по числу объектов ЮНЕСКО и опередила Великобританию. Даже Москва и Санкт-Петербург у них по одному памятнику, но территория очень большая. У нас это уже 4-й в республике памятник ЮНЕСКО. И на территории района это 2-й памятник, и это является событием уникальным. Для обсерватории КФУ это новый важный статус и возможности для развития. Есть 5-летний план управления и долговременный до 2043 года. Казанский федеральный университет предусмотрел. Это касается и то, что касается реставрации, консервации, работы по благоустройству территории, парковой зоны, ну и так далее. Ну и самое главное, и научные исследования. И кроме того, большие средства будут вкладывать республика. Это тоже значительное подспорье, вот это соединение и федеральных, и республиканских денег позволит решить большинство вопросов. Включение в список ЮНЕСКО – это и гарантия интереса к объекту. Когда только начали возрождать Свияжск, в 2010-м Островград посетили 7 тысяч туристов. Сейчас уже 1 100 000 гостей. Такую популярность пророчат и обсерваториям. Лена Знатульна, Андрей Ключников, ТНВ Казань.